Торжественные собрания, концерты, конференции, приезд высоких гостей, народные гуляния на площади Арата и не только. Главным событием минувшей недели стало празднование 80-й годовщины добровольного вступления Тувинской Народной Республики в состав СССР. Глава Тувы на аппаратном совещании отметил, что эта дата прежде всего говорит о благодарности ветеранам и старшему поколению. Мы воспользуем эту дату, чтобы прежде всего выразить благодарность нашим ветеранам, старшему поколению, а также привлечь внимание молодежи к истории родного края, помочь определить свое место в развитии родной республики. Мы показали верность Тувы выбору, который был сделан народом в 20 веке дважды. Это в 1914 году и в 1944 годах. Заявили место Тувы среди других регионов. Очень благодарен федеральным руководителям и соседей региона. Особым подарком был для нас подписан перечень поручений президента. Уважаемые коллеги, впереди еще много работы. Это завершение года, реализация новых у нас проектов. К сожалению, преступники и нарушители закона в празднике не дремлют. Так, на прошлой неделе было совершено 60 преступлений. Причем 9 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких. По классике жанра преимущественно не совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Пока одни пьют спиртное и нарушают закон, другие его также нелегально продают. В ходе работы по выявлению нарушения в сфере незаконного оборота алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости на территории 8 муниципальных образований выявлено 28, это плюс 47% нарушений антиалкогольного законодательства. 18 Кызыл, 2 по 2 Лухемский, Зухемский, Сухольский, по одному Кызыльский, Тандинский, Чахольский и Барухемский районы. Всего в отношении правонарушителей составлено 15 административных протоколов, 7 в отношении физических лиц, 8 на индивидуальных предпринимателей. Из незаконного оборота изъято около 500 литров алкогольной продукции. За неделю на дорогах Тувы произошли 10 автоаварий. В результате 13 человек получили различные травмы, 1 человек погиб. В структуре ДТП 4 опрокидывания транспортных средств, это в Кызыле, Барухемском, Лухемском районе. Водители не имели права управления транспортными средствами. 4 столкновения транспортных средств на территории Тандинского. Несовершеннолетний водитель не имел права управления транспортными средствами. В Тисхемском районе водитель не предоставил преимущество другому транспортному средству, пользуясь преимуществом. И Кызыл, Чахольский, несоответствие скорости. 2 наезда на пешехода. На минувшей неделе произошло 17 пожаров. Как сообщили на аппаратном совещании, гибели и травмирования людей не допущено. С наступлением отопительного сезона со стороны МЧС усилена профилактическая работа. Сотрудниками главного управления проведено 106 профилактических мероприятий в жилом секторе. Охвачено свыше 400 жилых домов. В профилактической противопожарной беседе охвачено свыше 600 граждан. Распространено свыше 400 листовок. Пожарно-спасательные подразделения реагировали на 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых оказана помощь 16 пострадавших. Также на аппаратном совещании было озвучено, что в Туве проведен второй этап федеральной комплексной операции «Нелегал». Основная цель – выявление и пресечение каналов незаконной миграции. Проверкой были охвачены почти 700 иностранных граждан. В результате в сфере миграции было выявлено 55 административных правонарушений. Айра Сада, Замата Чур, телеканал Тува-24.